Итак, здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем цикл наших передач «Белорусская кавярня». И героем нашего сюжета является небезызвестный Сергей Белевский. Доброго дня. История Сергея, простого белоруса, достаточно уникальна, но при этом и распространена. Простой заводчанин, семьянин, который никогда не думал, что будет принимать активное участие именно в политических событиях страны, как и многие белорусы, выказал свое мнение и принял активное участие в августовских событиях 2020 года после выборов президента Республики Беларусь. Но я предлагаю Сергею самому рассказать свою историю. Итак, мы начинаем. Поехали! Поехали. Здравствуйте, Сергей. Доброго. Сергей, расскажите, пожалуйста, какую жизнь вы вели до августовских событий 2020 года? Ну, в политическом плане жизнь была абсолютно, можно сказать, аморфная, да. То есть нигде никаких не было таких триггеров или еще чего-то сказать так, чтобы интересовался там политической жизнью. Да, я понимал, что происходит в стране, но как-то пытался выживать в этом всем болоте, да, как-то тянуть, то есть работал на заводе, там, подрабатывал еще там в гараже автомехаником, да, то есть ездил на какие-то там спортивные, культурные мероприятия, ну, в принципе, вот так вот, то есть, знаете, как в том анекдоте, родился, жил и умер, да, только, вот, родился, жил и выживал, как в Беларуси. Но мне известно, что у вас было хобби. Да. Вы можете более подробно об этом рассказать, остановиться? Ну, я очень плотно занимался автобоями. То есть это, автодерби, то есть именно бои на выживание. То есть мы подготавливали автомобили, варивали там каркасы безопасности, усиливали их, ну и выезжали в арену и просто, то есть по гладиаторскому принципу, там в арену въехали все, выехал один. То есть такое вот интересное, достаточно интересное соревнование. First things first, it's time to shake ground in the 8th round. Box battle will break down. What's up now? А сколько лет вы этим занимались? Я этим занимался на протяжении, наверное, 7 лет до 2020 года. То есть как раз-таки август-сентябрь 2020 года должен был быть очередной этап автобоев. То есть завершать сезон должны быть. А супруга разделяла ваши интересы, поддерживала или препятствовала, возможно? Можно сказать и так, если можно выразиться так, что благодаря там автобоям, этому автоспорту мы и познакомились с ним. Вот, то есть начали встречаться, то есть это был один из таких соревновательных дней. После него там я поехал там в боксы к себе там ремонтировать машину, восстанавливать, и забыл, что у меня пару дней назад был день рождения, и мне друзья устроили сюрприз, просто собрали огромную компанию и позвонили мне, там, приедь по делу. Я приехал к ним, меня ждал там сюрприз, в общем. Вот. Ну и там как бы с женой познакомились, там разобщались. И так вы нашли, нашли не только единомышленницу, но и свою судьбу. Да. Ну, чудесная история. Спасибо. Сергей, расскажите, пожалуйста, о тех событиях, которые произошли накануне 2020 года, августа 2020 года, и как они развивались потом. То есть, как вы оказались втянуты в эту ситуацию?
Да, в принципе, как и все. То есть глобальная финансовая задница у нас в стране, да, которая, то есть, усугублялась и усугублялась. То есть я еще застал времена, когда я, работая на заводе, придя там молодым зеленым оператором станков с программным управлением, я получал там 2-2,5 тысячи долларов в месяц зарплаты. Это был там 8-9 год. И потом случился кризис, и 2,5 превратились в $300. Да? И вот на протяжении всего этого времени нас кормили завтраками, что все изменится, будет лучше, да? А ничего не меняется. Плюс пандемия, на которую все просто забили, такое чувство, что вот, как там один товарищ говорил, да, у нас нет вируса. Вот. И плюс интернет-контент, то есть начал интересоваться, то есть неужели только у нас все так плохо, да, то есть я имею в виду у нас там на заводе, у нас в городе, да, то есть тогда появился вот Сергей Тихановский, там Артем Шапоров, там «Реальная Беларусь», начал интересоваться там другими альтернативными какими-то источниками информации, и вот так вот потихоньку, помаленьку, то есть для меня начало приходить какое-то просвещение, что действительно плохо все. Абсолютно все в нашей стране. То есть, что так дальше жить нельзя. И будущего для себя и для своего ребенка я в такой стране, какая она есть сегодня, я не вижу. И то есть, вот получается, в нашей стране случились события 9 августа 2020 года. И ваши действия, поступки дальше, ваше отношение к этой ситуации? Ну, случились-то события не в августе. То есть события начали происходить, наверное, с февраля. То есть когда начались подаваться первые заявки на участие в президентских выборах от кандидатов потенциальных, да, сборы подписей, то есть уже тогда начался жесткий прессинг, да, это началось в мае. Кандидатов регистрировали, сбор подписей. Не соглашусь, потому что первые репрессии начались с посадки того же Тихановского, когда его раз за разом садили на сутки, да. Потом его заявление, что он намерен участвовать в выборах, и его, то есть, садят на очередные сутки. Вот с этого всего, все началось. Действительно, протестная активность в Беларуси началась вот именно с этих событий. А потом, да, потом в мае пошли предвыборные кампании, сборы подписей, очередные репрессии, посадки людей, да, то есть посадка Бабарика, там цепи солидарности, когда ОМОН начал людей просто ни за что, ни про что избивать. То есть вот эта вот точка невозврата началась, я считаю, уже тогда. Вот. А потом, да, последовал август. После августа последовала Стелла, я был там, я видел, что происходило, то есть 9 августа ночью, да, то есть я сам отбивал людей от ОМОНа. Сам получал точно так же, как и все там дубинками по плечах, да, вот, и тогда пришло вот полностью, вот Рубикон был пройден, то есть точка невозврата, я понял, что вообще так нельзя, то есть я, стал активно участвовать в этом всем, то есть 10 августа, 11 августа, то есть вот эти 3 ночи, жаркие ночи, то есть это было, то есть, лично для меня это было не Мига, 10 числа это была Рига, 11 Пушкинская, да. Вот, то есть выходили все, то есть я видел, что людей очень много, и в то же время видел репрессии. И потом вот оно как снежный ком вот так вот накатило, и потом рабочие дни начались на заводе. На заводе никто работать не хотел, все отказывались, потому что, как можно работать на этот режим, и вот начались вот эти вот именно, забастовки первые начались на заводе. Мне известно, что в результате вот этих вот забастовок вы были неоднократно задержаны. То есть какому уголовному преследованию вы подвергались в Беларуси? Сразу получается, то есть когда волею судеб получилось так, что я возглавил забастовки там в городе-герое Минске, да, меня пригласили стать членом Координационного совета, потом опять же волею судеб меня избрали, скажем так, в президиум Координационного совета. То есть первое преследование было именно уголовное, потому что на Координационный совет возбудили уголовное дело по факту создания самого Координационного совета, который еще ничего не сделал. То есть по факту собрания людей в одном помещении тут же возбудили уголовное дело, да, то есть был допрос в КГБ, и потом после допроса через несколько дней меня уже задержали
по административному делу, то есть за митинги. То есть, За участие в митингах. первое мое административное дело было за организацию на тракторном заводе вот, митинга несанкционированного. Ну, они это так трактовали. И потом через 10 суток мне дали. Через 10 суток я благополучно отсидел. То на Жодино, то на Окрестино. Меня возили туда-сюда. Вот. И потом, не выходя, как говорится, не приходя в сознание, мне прямо на Окрестино составили еще один протокол за участие уже в митинге. То есть, вот. И дали еще 15 суток ареста. То есть они не хотели с вами расставаться? Ну да, да. То есть была достаточно даже комичная такая ситуация, когда меня 2 сентября меня забирал автозак из Жодина, отвозил на Окрестино. Прапорщик, который был начальником караула, то есть дежурным. Вот. Он меня отправлял, и через день я обратно вернулся опять в Жодино туда. Он удивленно спросил, когда ты успел просто. То есть это вот так вот происходило. Но тогда ж не выпускали, то есть никого. Давали там срок за сроком людям. И я до сих пор на самом деле удивлен, как меня вообще выпустили. То есть, потому что, отсидев, то есть, очередные 15 суток, я был уверен, что меня сейчас опять повезут на очередной суд и будут давать еще. То есть, получается, уже подвергнувшись административному уголовному преследованию, вы вынуждены были релоцироваться с семьей? Ну, не совсем так. То есть меня освободили, я еще около месяца держал забастовку, вот такую личную забастовку на заводе. То есть я саботировал там производство, да. Замечу, что это было абсолютно несложно, потому что нарушение охраны труда, там, техники безопасности у меня на заводе просто было за глаза. И я просто приходил на работу, как положено. То есть к 7 утра, допустим, я прихожу на работу, прихожу к своему рабочему месту, обнаруживая нарушение, в письменном виде в 2 экземплярах пишу об этом нарушении, что отказываюсь исполнять свои трудовые обязанности до исправления. На подпись начальнику цеха 1 экземпляр я оставлял у себя, 2 отдавал ему и останавливал линию термообработки. То есть, линию остановить несложно, это час работы, а запустить 100 сутки. Вот. То есть, и вот таким образом, то есть, саботировал производство еще на протяжении месяца. И тогда началось первое давление именно со стороны КГБ, вот эти вот угрозы относительно того, что вот ты пока, мы тебя сейчас посадим, а пока ты будешь сидеть, вот мы твою жену там заберем, вывезем в лес. То есть вот прямыми такими текстами угрозы физической расправы семьи. Да. Вот. И я просто принял решение, что супругу и ребенка нужно просто отправить куда-то в безопасное место, да. То есть благо правительство Польши пошли навстречу, и просто мою супругу и ребенка вывезли в Польшу. Вот. А я остался в Беларуси, там еще организовывал такие локальные акции протеста, то есть в Заславле, на Дражне, на районе Минска, да, то есть. Вот, то есть еще около месяца я вот сопротивлялся режиму внутри страны, пока мне в один прекрасный момент просто, или ужасный, не знаю как-то, мне позвонили такие мои товарищи очень близкие, которые во внутренних органах работают, да, и сказали, что Сергей тебя с завтрашнего дня в розыск объявляют по Беларуси. Вот. И меня просто, грубо говоря, ночью, посреди ночи, то есть мы сели в машину и просто уехали из страны. То есть вынужденный отъезд из Республики Беларусь, чтобы, как и большинство белорусов, не оказаться в тюрьме. Да, достаточно сложно все это вспоминать, но, наверное, очень интересный момент для наших зрителей будет в том, вы оказались здесь, в Польше, воссоединились с своей семьей, и как вы потом смогли продолжить активничать. Вы создали свой телеграм-канал, набрали команду единомышленников, сумели повести за собой людей, люди вам поверили. Где вы черпаете силы для всего вот этого? Поделитесь, пожалуйста. Вполне возможно,
все просто потому, что как бы я в Беларуси. То есть физически, то есть я в Польше, то есть волею судеб, то есть я не планировал сюда выезжать, да, то есть это было, можно сказать, не мое решение, то есть это вынужденная абсолютно мера, да, и, наверное, первые полгода я вообще не разбирал чемодан. То есть я всегда вот надеялся, что вот завтра я вот свободно приеду в свободную уже страну, да. И на самом деле таких же людей, как я, очень много выехало из страны, да, и было несложно набрать такую команду, потому что так сложилось, так получилось. Может быть, я притягиваю как-то таких людей, которые действительно идейные, да, которые не в поисках лучшей жизни уехали там, из Беларуси, да, а выехали, потому что были вынуждены. И люди всем сердцем, всей душой хотят вернуться на свою родину, да. Вот. И основная проблема, которая была, это, ну, все-таки это финансовая, да, то есть поиск работы, там, вот это вот все. Но понимая, что здесь, как бы, это, грубо говоря, вот в плане работы это страна возможностей, то есть если хочешь работать, ты будешь нормально зарабатывать, да, то есть я достаточно быстро нашел работу, устроился, да, закрыл вот эту вот потребность именно финансовую и продолжил заниматься вот этим всем, да, то есть начал узнавать, вот, а что действительно интересно людям, чего люди ждут, чего они хотят, да, то есть простые работяги, да, то есть простые смертные, не приближенные, не офисные там клерки, а простые обычные люди, да, и с этого как бы и начался, то есть Рабкор изначально был, да, такой телеграм-канал, потом пришло осознание, что необходима просто структура, которая будет защищать права рабочих, с этого Белорусское объединение рабочих и появилось, да. Ну, вот, то есть основной задачей поставили. Это одно из устойчивых сообществ, хочется сейчас сказать. Ну, надеюсь, что да. Ну, могу поделиться своим мнением, разговаривая с людьми. Белорусское общество рабочих – это устойчивое объединение. Люди верят вам как лидеру и принимают в этом активное участие. Если смотреть по количеству контента, который публикуется на канале, он востребован у людей. Ну да, здесь главное правило просто вот для себя, которое я принял, да, просто поступать по совести, быть честным и открытым, да, то есть если человек мне скажет обоснованно, что я не прав, я это приму и исправлюсь, да, то есть если человек даст запрос, что мы хотим получить от тебя информацию там, о том или ином предприятии, да, я в лепешку расшибусь, но я найду эту информацию и дам, да. Если люди к нам обращаются с просьбой помощи, там, что незаконно уволили, допустим, да, мы сделаем все, чтобы найти там адвоката, юриста на территории Беларуси, который поможет разобраться с этим делом, да, обжаловать как-то, восстановить человека на работе, получить какую-то компенсацию за это. То есть просто все открыто и честно делать. Сергей, хотелось бы сейчас более подробно остановиться на том, вы назвали Польшу страной возможностей. Что вы имели в виду и как вы здесь реализовались в профессиональном плане? Да все очень просто. Здесь, в отличие от Беларуси, да, вот какой я вывод почти за 2 года для себя сделал. Если ты хочешь работать, если ты действительно, то есть, верен своему делу, ты будешь зарабатывать. И будешь зарабатывать очень хорошо. В Польше очень сильно, высоко и серьезно ценится человеческий труд. Здесь нет ничего дороже, вот даже в экономическом плане на рынке, да, нет ничего дороже услуг. То есть любая вещь какая-то, там, я не знаю, одежда, автомобили, там, стройматериалы стоят недорого. То есть реально дешево, да. Но человеческий труд, человеческая работа оценивается достаточно высоко. И в этом плане, то есть, если ты квалифицированный специалист в своем деле, да, ты без работы никогда не останешься. И ты будешь получать достойную, действительно достойную заработную плату, да. Если ты открыть решил какое-то свое дело, да, допустим, какой-то бизнес там небольшой, да, то есть стать таким ремесленником, допустим, или еще что-то, да. В отличие от Беларуси, здесь ты понимаешь, какой-то видишь потенциал роста, свои перспективы. То есть в Беларуси у меня на протяжении около 10 лет я пытался организовать какую-то работу, что-то наподобие автосервиса небольшого, да.
У меня это не получалось, потому что в легальном плане работать просто невозможно, чтобы зарабатывать. За счет налогов, за счет налогообложения, постоянных поборов, проверок, инспекций и так дальше. Да? Здесь же в Польше получается как? Если ты хочешь работать, вот, ну, к примеру, открыть какое-то свое СТО, да, ты идешь к государству, и говоришь, я хочу открыть вот такое-то дело, да, у меня есть вот такой вот план, и я хочу работать, но у меня нет денег. Государство говорит, окей, не проблема, сколько ты бы готов предоставить рабочих мест, да, видишь, там, ну, 5-10, да, государство рассчитывает, дает тебе невзротную, то есть деньги, которые ты не должен возвращать. Субсидию, да. Тебе просто государство выделяет, потому что государству выгодно, чтобы ты открылся, чтобы ты обеспечил рабочие места, лишние еще, да. Рабочие места – это налоги, опять же, с прибыли, да, налоги от тех работников, которые будут работать у тебя, да, страна будет развиваться, всем это выгодно, всем это хорошо, и ниша, допустим, рынка какая-то закрыта, та или иная, да, то есть всем выгодно, всем хорошо, то есть здесь ты видишь какую-то перспективу, здесь ты можешь работать, и ты понимаешь, для чего ты работаешь. То есть в Польше существует поддержка малого и среднего бизнеса? Конечно. В отличие от Беларуси, да, где нас просто-напросто душили налогами. О чем может идти речь, если в Беларуси пособие по безработице, человек не может себе найти работу, пособие $8. В Польше, если пересчитать в эквиваленте, по-моему, что-то около 300. Это если ты пришел на биржу труда, встал на биржу труда как безработный, тебе платят пособие, чтобы ты просто мог жить. Понимаете? А в Беларуси за $8, ну, пойди проживи. В Беларуси просто-напросто не думают о людях. Конечно. Ясно. И вот что вы здесь открыли? Как вы работаете здесь? Я здесь пока еще пробую, то есть себя, то есть, ну, в своем любимом деле, то есть в автомеханике, то есть я, ну, не буду так мудрствовать лукаво, достаточно неплохо знаю вот автомеханику, то есть двигатели, там, подвески автомобилей, да, то есть, опять же, сварщик квалифицированный, да, но в Польше я, наверное, сменил 2 или 3 места работы вот с момента, как приехал. То есть я много где попробовал поработать. То есть я работал и в типографии, работал и на доставке еды, да, так как курьер, и работал там в логистической организации. Но сейчас, в данный момент, я пробую сделать такой, здесь в Польше называется варштат самоходовый. То есть небольшую такую мастерскую по ремонту и обслуживанию автомобилей. Ну что же, желаю только вам успехов, Сергей. Спасибо. Скажите, вот смотря на вас, зная, что вы сапраўдны, но звычайный белорус, вы можете более подробно остановиться на наших татуировках? Что они значат? Да. И их историю рассказать нашим слушателям. Ну, блин, появились они все в разное время. То есть вообще самая первая татуировка у меня появилась вообще на ноге. Вот, мне было, наверное, 15 или 16 лет, то есть это такая, знаешь, детские такие забавы юношеские, да, там протест, там все вот эти вот дела. Вот, а те, что на руках, это за последние, наверное, лет 10, одна из первых вот эта появилась. Просто была такая абстракция, вот, ничего, в принципе, не означающее, но у меня по большому счету, то есть все татуировки это какие-то события в жизни. Вот. То есть это либо какой-то символизм, либо событие в жизни. То есть это было сделано погоня в 2017 году, когда приняли закон о тунеядстве. Это вот первый звоночек у нас был, да. Хотя я сам не был никогда, то есть безработным тунеядцем, я всегда работал. Вот. Но все равно меня это задело как-то, и вот так получилось. Вот. Орнамент я уже сделал после того, как в 2020 году отсидел там месяц, да. Эти символы это такие руны древних божеств, то есть есть скифские, скандинавские, это славянское, это этот самый символ сварога, а сварог всегда был покровителем кузнецов и ремесленников, то есть поэтому вот этот вот символ здесь. Вот. А вот эту татуировку, это одна из последних, я ее сделал уже в Польше. Это сделано было по мотивам такого персонажа
социального российского был такой мистер Фриман. Это человек, который всегда, такой вот именно рисованный персонаж. Был целый ряд роликов, серия в России, где поднимались остросоциальные темы, да, с целью открыть глаза россиянам на происходящее в их стране, да. А именно вот такой символ с бело-червоно-белым флагом, это Фриман выпустил такой ролик, назывался «Я выхожу», после смерти Ромы Бондаренко, вот, после того, как его убили. И можно сказать, что это вот татуировка, это как бы память, дань уважения вот именно Роме Бондаренко. Спасибо большое за ваш ответ. Сергей, вот мы сейчас поговорили о том, во что вы верите, о ваших татуировках, как они были набиты, появились. И сейчас вот хотелось бы поговорить тоже о нашем белорусском демократическом движении. Волею судеб вас пригласили в Координационный совет, но тем не менее вы стали лидером своего рабочего движения. Вот расскажите немножко об этом и какое место ваша инициатива занимает во всем нашем демократическом белорусском движении. Начнем с того, что попытаюсь вот доступным языком объяснить, что такое был изначально Координационный совет. Как он вообще, то есть, создавался и для чего, с какой целью. Вот изначально из названия, да, то есть он был призван для координации инициатив и движений, да, то есть это была такая структура, в которую должно было любая там инициатива, да, либо организация могла прийти туда, внести свои предложения там для работы сообща и вместе. Все, в принципе, которые сейчас знаменитые известные структуры там белорусские, да, они все, в принципе, более-менее должны были выглядеть так и создавались для таких целей. Но на протяжении времени я просто сейчас, к сожалению, вижу, что это не работает. То есть нет вот этой координации, нет вот этой вот сообщенности, сплоченности. Но с другой стороны, то есть вот 1,5 года, наверное, был такой рубикон вот этих событий в Беларуси, да, через 1,5 года вот это все повлекло к тому, что начали создаваться низовые инициативы, да, то есть люди перестали, инициативные действительно люди, патриоты своей страны, патриоты своей родины, они перестали надеяться на кого-то, да. То есть и начали... НАУ, ОСТ, да. Какую функцию, в вашем понимании, какую роль они сейчас вообще выполняют и выполняют ли? Это сложный вопрос, потому что, к сожалению, мы не видим, наверное, ни один из белорусов, простых смертных, да, скажем так, не видит, чем вообще занимаются эти структуры. То есть, по сути, что они делают? То есть, работа этих структур, она какая-то такая скрытая, подпольная. То есть, человек, даже который хочет принять в чем-то участие, в каком-то движении, он не может, потому что просто он не знает, чем занимается та или иная структура. И на фоне этого начали создаваться такие низовые инициативы, низовые структуры, да. То есть... допустим, как мы, то есть Белорусское объединение рабочих, да, то есть мы были созданы именно не с подачи там какой-то из крупных структур, да, а мы просто вот рабочие взяли и объединились, да, для защиты своих прав и интересов. Точно так же, как тот же Молодевый хаб, к примеру, да, или инициатива там фундация партизанки, да. То есть это люди, которые просто решили, да, будем действовать сами, да. И мы видим сейчас положительную тенденцию в том, что вот эти инициативы, они начали между собой как-то объединяться, создаваться такие коллаборации, да, они начали действовать вместе сообща, то есть появилась такая просто низовая горизонтальная структура, которые начали действовать, да, то есть несмотря без оглядок там на штабы, какие-то структуры, органы там альтернативной власти и так далее. Просто люди взяли жизнь под свой контроль, взяли ситуацию в свои руки и начали действовать. Я с вами полностью соглашусь и поддержу ваше высказывание, потому что меня радует, и можно, не подвести итог, но заметить очень важный момент. Наша белорусская нация, наши простые белорусы, они стали лидерами. Они смогли взять на себя ответственность точно так же, как и вы,
создать свою структуру и заняться тем, чем они хотели. Да. Но все их усилия направлены на помощь белорусам внутри страны, либо на помощь белорусам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в релокации. Да. И да, действительно, вот эти инициативы сейчас между собой выстраивают горизонтальные связи. Они что-то делают совместными усилиями. И вот вы можете рассказать, ваша инициатива с кем сотрудничает? Из низовых активистов и чем вы занимаетесь? В чем заключается это сотрудничество? Ну, мы в первую очередь сотрудничаем с рядом подпольных организаций внутри Беларуси. Ну, на этом не будем заострять Конечно. внимание, потому что В целях все-таки, безопасности. в целях безопасности. Мы сотрудничаем с некоторыми организациями, которые занимаются юридической помощью, поддержкой, да, с организациями, которые помогают именно в экстренной эвакуации и релокации людей, да. То есть это вот опять же вот те же выстроенные низовые связи, потому что вот есть, допустим, то есть Белорусское объединение рабочих, у нас есть там ряд юристов, которые занимаются внутри страны проблемами рабочих на заводах, да, интересов, да, в любых абсолютно, то есть политических, трудовых, спорных конфликтов, жизненных, там, бытовых и так далее, да. Но если человек попал в такую ситуацию, как, допустим, ему ни за что там шьют уголовное дело, да, то есть по факту, ну, просто ни за что, и грозит ему реальный тюремный срок, мы обращаемся к тем же партизанкам, допустим, которые помогают быстро, экстренно выехать, да, то есть людям. То есть их изначально была работа направлена на это, да, и они этим занимаются. Когда человек уже вывезен из страны, мы обращаемся здесь с целым рядом организаций, работаем польских, именно с поляками, да, которые помогают этого человека интегрировать в общество Польши, то есть найти жилье, помочь оформить документы, найти работу, устроиться, занять свое место в жизни, да, чтобы человеку вот эта вот ситуация, когда вот был какой-то там дом, крыша над головой, и он остался без всего этого, грубо говоря, вот выходит из автобуса на вокзале с чемоданом, и он не знает, куда идти. Ну, вот, то есть мы работаем здесь сейчас с теми же партизанками, с молодевым хабом, да, с целым рядом диаспор местных, то есть польских, с германскими диаспорами, с диаспорами Чехии, да, то есть с диаспорами Соединенных Штатов, Канады и так далее. То есть тут уже целый То такой есть, обширный большой список. сетевание Да. идет полнейшее. Да, да, да. Ну, это очень приятно слышать, то, что белорусы научились разговаривать между собой без чьей-то помощи. Да. Сергей, а скажите, удалось ли вашей инициативе наладить сотрудничество с офисом Светланы Тихановской, НАУ? К сожалению, на данный момент с офисом штаба у нас таких рабочих прямо отношений не получилось, да. То есть наша позиция, да, наша, можно сказать, такой статус нашей работы, да, то есть то, чем мы занимаемся, главные принципы, то есть жизненные и рабочие, ну, по тем или иным причинам почему-то не сошлись с принципами работы штаба Светланы Георгиевны, да. Наверное, потому что самая главная наша, задача нашей инициативы, да, нашей организации, все равны. Не должно быть кого-то равнее, да, то есть если мы принимаем то или иное какое-то политическое, там, знаковое для нашей всей организации решение, да, я не могу его принять, там, то есть в одно лицо, просто сказать вот так будет и все. Нет, мое слово далеко не закон. То есть это выносится на обсуждение, и мы решаем коллективно. То есть делаем мы так или мы делаем иначе, да, но это расходится с принципами работы, то есть таких организаций, как там Координационный совет, либо штаб Светланы Тихановской, да. Вот. И может быть поэтому, то есть мы не смогли найти какого-то общего языка, точек соприкосновения, к сожалению. Это вот самая главная и самая большая проблема. То есть, а какую-то поддержку за 1,5 года вы получали от ОСТ? Нет.
За 1,5 года, то есть мы поддержки не получали. То есть мы одно время, то есть работали, это был бесценный для меня опыт, причем я считаю, что положительный. Мы работали со страной для жизни, мы пытались показать белорусам, как вообще живут люди, когда нет диктатуры, в каких условиях работают. То есть мы снимали предприятия, брали интервью там у работников этого предприятия, у руководства, да, то есть пытались донести информацию до белорусов. Вот это был такой вот опыт, это может быть помощь как бы штаба Тихановской, потому что как бы, страна для жизни была создана Сергеем Тихановским, да. То есть если считать это вот за помощь, то да, вот в этом плане была какая-то Но вот помощь. СДЖ это не ОСТ. Я понимаю. То есть вот если брать вот в этом ключе, то вот эта помощь вот была оказана. Мы все-таки отсняли там ряд видео. Я надеюсь, что они помогли открыться там глазам многих белорусов, да. Но так по большому счету, то есть мы держимся на собственном ресурсе, мы держимся на личном ресурсе, то есть как бы, введение того же канала, то есть это вот просто, вот пока я сижу с вами разговариваю, да, то есть у меня в отложенных там 2-3 новости лежит, через 10 минут я еще что-то дам, поделюсь еще какой-то информацией, то есть да, это происходит так, то есть если нам нужно оплатить услуги там адвокатов, юристов в Беларуси, то мы обращаемся и взаимодействуем, то есть с польскими какими-то фондами, организациями, да, в частном порядке, то есть к примеру, допустим, есть просто замечательные люди, фундация «Хуманаш», Петр и Кася, это муж и жена, которые этот фонд создали уже очень давно, и они просто помогают людям. То есть неважно, ты там белорус, пакистанец, украинец, там немец, африканец или якут, да, если тебе нужна помощь, эти люди стараются помочь по мере возможности. И в каких-то ситуациях мы обращаемся к этому фонду, да, то есть в той же релокации людей, там, оплату юристов и так далее. То есть, работа происходит так. То есть в какой-то момент было время, был период, наверное, с год назад, я несколько раз обращался, то есть даже за финансовой помощью вот для этих нужд, для этих целей, и к Координационному совету, и к офису Светланы Тихановской. Вот и ныне там, и в какой-то момент, то есть, как бы там ни было, то есть я в данный момент времени офис, Координационный совет в плане запроса на какую-то помощь мы даже не рассматриваем, потому что, Денег нет, но вы держите. стучаться в закрытую дверь, на которой висит вот такой амбарный замок, нет смысла никакого. То есть, поэтому мы просто обошли стороной эти движения. И продолжаете и заниматься сами. тем, во что вы верите. Сами. Хорошо, а вот вы можете окунуться сейчас в воспоминания почти 2-летней давности и сравнить себя 2 года назад на пороге августовских событий и какой вы сейчас, что в вас изменилось? Как изменилось ваше отношение к жизни? Знаете, вот у молодого поколения, да, есть такое выражение, что сорвало тормоза. То есть вот какие-то вещи, которые меня, живя в Беларуси, тормозили, не давали действовать, то есть внутренние какие-то вот такие клины, да, которые не давали мне действовать, да, и раскрываться как личности, там, как профессионал своего дела или еще что-то, да, вот сейчас их нету. Вот я, может быть, как-то вырос немного над собой, вот, в плане того, что я не боюсь пробовать, я не боюсь ошибаться. То есть у меня сейчас принцип по жизни, да, лучше делать и ошибаться, да, чем не делать вообще. То есть, если какой-то возникает вопрос, то есть призывать там общество к забастовкам или активным действиям, да, несмотря на то, что готово или не готово это общество, как многим специалистам кажется, либо не призывать вообще, я лучше буду призывать. Я лучше буду говорить, я лучше каждый день буду говорить о том, что нам нужно действовать, нам пора действовать, чем сидеть и тихо молчать. То есть, вот, наверное, вот это изменилось. Сергей, какие мысли и чувства вас одолевают, когда вы думаете о Беларуси? Сейчас, к сожалению, боль.
Вот, ну, в свете последних событий, да, то есть в свете того, что творится сейчас в Украине, да, то есть, ну, это не может обойти стороной никого, то есть равнодушных абсолютно не осталось. И мне просто больно от осознания того, что белорусское правительство, да, незаконное, всячески способствует тому, чтобы летели ракеты на украинские города именно с белорусской земли. То есть вот, ну, вот такие смешанные, очень смешанные чувства, да. Ну, без надежды у вас бы, я думаю, не было сил моральных, физических на борьбу, на созидание, что-то делать. Вот нет, откуда вы берете эти надежды? Какие надежды вас питают? Это не надежда, это уверенность. То есть я уверен, и это факт, то есть это неоспоримый факт, что процессы изменения в Беларуси уже запущены, они начаты, и они идут. Да? Пусть не так быстро, как бы мы хотели, да, но они идут, и они неизбежны. И я просто осознаю, я понимаю, что в моих силах этот процесс ускорить. И в силах каждого абсолютно белоруса, каждого человека. Да? Вот. И я просто уверен, что завтра в Беларуси настанет, светлое будущее в Беларуси будет. В моих силах это ускорить. И я должен делать все, чтобы это все случилось быстрее. То есть, ну, когда отбрасываешь всю вот эту вот мишуру, что ай-яй-яй, на меня уголовное дело возбудили, или ай-яй-яй, а мне там жить не за что, да, или давайте подумаем, чем я за квартиру заплачу в этом месяце. Когда ты перестаешь зацикливаться на этих материальных вещах, да, открывается просто вот именно горизонт возможностей, да, и ты ищешь, где бы свою энергию пристроить, куда бы ее, в какое русло направить, чтобы помочь своей стране, да. И это многое решает, то есть меньше депрессуешь, меньше думаешь о том, что все плохо, да. Чем меньше ты думаешь, что у тебя в жизни все хреново, да, тем лучше твое вот именно внутреннее эмоциональное состояние, и тем больше у тебя сил для того, чтобы продолжать какое-то сопротивление, движение и двигаться вперед. Сергей, скажите, пожалуйста, о чем вы мечтаете? Да как и все, мечтаю домой вернуться. Мечтаю, чтобы у моего ребенка было, счастливое будущее в свободной Беларуси. Не в Польше, да, это страна, в которую мы приехали, но мы гости в этой стране. Я хочу жить в своей стране, жить счастливо, да, и видеть будущее для себя и своих детей. А что бы вы могли сказать нашим соотечественникам, которые остались внутри страны? Нашим соотечественникам, белорусам, именно белорусам, которые гордо могут сказать, что они белорусы, я хочу пожелать не сдаваться, ни в коем случае не опускать руки. Еще раз повторюсь, процессы необратимые, они уже запущены и они начаты. И в наших силах их просто ускорить, приблизить, так скажем, нашу с вами победу, освобождение вольной Беларуси. Да? Просто не сдавайтесь, не опускайте руки ни в коем случае. Посмотри, нас видно в камеру с Сережей? Угу. Так, сейчас мы поедем, сейчас мы начнем. Так, сейчас вопросы почитаем. Проверь, может быть, чтобы Да. камера снимала. Все идет. Это я так. Как у меня интервью берут. Я не знаю, когда я освобожусь. Вот проблема в чем. Так бы с удовольствием, но вот я на съемках сейчас. Вот. Но ищу человека, да. Да, связи. История... Сергей, пожалуйста, на камеру. Спрятаться, чтобы не был звук. Нет, я, может, его... Не, под майком, может, потянул, встанул на себя. Может быть, не так. Потому что, чтобы звук шел. Так. Окей, поехали дальше. И... Как там Славка Комиссаренко рассказывал? Словили немцы русского, белоруса и американца. Привели в кабинет, проводят допрос.
Говорят, на американца, говорит, где твои позиции, где твои? Не скажу. Веревку на эшафот, короче, повесили американца. На завтра приходят, висит мертвый. Сняли американца, русского на тумбочку, петлю на шею. Где твои? Не скажу. Выбили эту самую тумбочку, повесили русского, на завтра приходит, висит мертвый. Белоруса на тумбочку, петлю на шею, где твои? Не скажу. Выбили тумбочку, повесили нахрен на белоруса. Приходит утром, а белорус как на качельке качается на этой веревке, улыбается, песенку поет. Говорит, что за фигня, как так, ты сдохнуть должен был. Говорит, ну, как бы первые часа 3 жало, а потом ничего, привык.